Добрый вечер. В эфире новости Осетии и главные события к этому часу. В студии Вячеслав Музаев. И вот основные темы выпуска. Эту историю писали люди, такие, как мы с вами. Северная Осетия отмечает столетие со дня образования автономии. В честь круглой даты по всей республике проходят торжественные мероприятия. С праздником жителей региона поздравил глава Сергей Миняйло. Вообще, на самом деле, мне кажется, это очень-очень интересно. Получить новые знания в игровой форме. Такая возможность появилась у школьников республики. В образовательном центре «Вершина» стартовала тематическая смена. Происходит это некое волшебство, когда люди с ограниченными возможностями начинают видеть и ощущать спектакль. Искусство не знает границ. Осетинский театр выиграл грант на организацию тифлокомментирования. Благодаря современному оборудованию у людей с ОВЗ появится возможность наслаждаться постановками наравне со всеми. Историческая дата. Сегодня Северная Осетия отмечает столетие со дня образования автономии. С праздником жителей поздравил Сергей Миняйло. Глава отметил, сегодня наша республика динамично развивается. Мы участвуем в государственных программах и национальных проектах, строим и ремонтируем школы, дома культуры, медицинские учреждения, объекты дорожной инфраструктуры, создаем современные общественные пространства. Работаем с инвесторами по всем отраслям экономики, обеспечиваем поддержку бизнеса. Запускаем новые производства, расширяем рамки сотрудничества с федеральными структурами. Как и в далеком прошлом, только всеобщее единение, гражданское согласие и общая ответственность за судьбу нашей Родины может служить залогом счастливого будущего. Упорно трудиться над этим – это и есть наша главная задача. Жители Северной Осетии, а это представители более 100 национальностей, своим трудолюбием, мудростью, добрыми начинаниями вносят достойный вклад в развитие нашего края и укрепление государства. Уверен, так будет и впредь. В этот праздник желаю вам, дорогие друзья, мира, успехов, оптимизма и благополучия. Председатель правительства Борис Джанаев и архиепископ Владикавказский и Аланский Герасим в режиме видеоконференции участвовали в заседании секретариата Всемирного Русского Народного Собора. Митрополит Воскресенский Григорий отметил активную работу региональных отделений и объявил о благословении патриарха Московского и всея Руси Кирилла провести очередной 26-й Всемирный Русский Народный Собор на тему «Русский мир. Внешние и внутренние вызовы» в Москве 28 ноября. Одной из ключевых тем стали промежуточные итоги по миграционной политике. Борис Джанаев подчеркнул, Всемирный Русский Народный Собор – одна из авторитетных площадок, которая на протяжении многих лет позволяет обсуждать и решать самые насущные вопросы. А по словам владыки Герасима, вместе с государственной властью и обществом РПЦ делает очень важное общее дело, укрепляет фундамент, на котором стоит русская цивилизация. В Северной Осетии ввели режим повышенной готовности из-за большого количества транзитного транспорта. На территории региона скопилось больше 2000 автомобилей. Они приезжают, но очень медленно. Пробку в такую жару регулируют сотрудники ГАИ. На Ларсе дежурят несколько экипажей. Сергей Миняйло поручил позаботиться о водителях и обеспечить питьевой водой. Осетинский театр в 3-й раз выиграл грант на организацию тифлокомментирования. Конкурс ежегодно проводит благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» по программе поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд». Благодаря специальному оборудованию зрители с ограниченными возможностями наравне со всеми могут насладиться постановками и деталями спектакля. В этот раз организаторы получили 133 заявки от театров из более чем 50 городов страны. Получили специальное оборудование. Мы приглашаем специально обученного человека, который профессионал в тифлокомментировании, это Александра Сопова. Мы отправляем заранее видеоматериал, спектакль, который будет идти и который будет смотреть, вернее чувствовать, вернее рассказывать, которые будут. Она изучает спектакль, и потом происходит это некое волшебство, когда люди с ограниченными возможностями начинают видеть и ощущать спектакль.
В Северной Осетии в этом году стартовала первая школа фермеров. Инициатива призвана помочь опытным и начинающим предпринимателям получить передовые знания и успешно развивать свое дело в отрасли. В программу обучения входит теория и практика. Какие навыки приобрели ученики и сколько человек уже воспользовались такой возможностью, расскажет Дана Малышева. Это умные животные, довольно спокойные, у них хорошо развит инстинкт самосохранения, поэтому, когда их что-то пугает, они сразу возвращаются домой с пастбища. Посторонних людей не воспринимают, поэтому лучше от них держаться подальше. Чужаков эти пушистые мордочки близко к себе не подпускают. Мы снимаем их с безопасного расстояния. Но даже так стадо нервничает. Парнокопытные совсем неприхотливые. В доме Заремы Шварцман в селении Кармантин-Дикау 45 овец и 2 барана. Хозяйка говорит, содержать их легче, чем крупный рогатый скот. В 6 утра животные уже на пастбище. В стойло возвращаются вечером вместе с дочкой. Зарема кормит их отрубями. Овцеводством занимался отец девушки. Женщина захотела продолжить его дело, но на другом уровне. Помогла школа фермера. Начинающему сельхозтоваропроизводителю рассказали о социальном контракте и способах выйти на рынок. С помощью соцконтракта хочу оформить самозанятость, развивать свое личное подсобное хозяйство, развиваться дальше и, может быть, получить грант, открыть КФХ, работать не только самой, но и открывать рабочие места для жителей села также и получать прибыль. Поддержка молодых предпринимателей в аграрно-промышленном комплексе – главная цель школы фермера. Образовательный проект помогает бизнесу на всех этапах развития, от разработки идеи до реальной прибыли. В России обучение реализует Россельхозбанк. В Северной Осетии курсы профессиональной переподготовки проводят впервые. Их разработали Минсельхоз и Горский ГАУ. От университета студентка Залина Годизова и узнала о наборе в школу фермера. Она как раз думала, как развить свой участок с розами. Вот это вот все мы вот здесь обрезаем. Вот здесь почки нет, значит мы вот там внизу отрезаем нашу розу. Обязательный полив, обязательно смотреть, есть болезни, нет болезней, вредители, проходить, смотреть в бутоны. Роза – любимый цветок Залины Годизовой, хоть и достаточно капризный. На этом участке он прижился и, похоже, чувствует себя комфортно. Ухаживает за кустами вся семья. Залина – ландшафтный дизайнер, создает зоны отдыха, в том числе подбирает растения. Нередко сталкивается с недобросовестными поставщиками, когда из питомника привозят совсем не то, что заказывали. Девушка решила взять все в свои руки и записалась в школу фермера. Ей рассказали, какую помощь может оказать государство. Конкретно сказали, что, возможно, выдадут теплицу, основу, каркас теплицы, если у меня есть какое-то начинание, какая-то основа под нее. У меня есть опалубка, которая прям идеально подходит под теплицу. Нужно уже добраться до моего бизнеса, поговорить с ними, какие-то аспекты обговорить, посмотреть, получится это сделать или нет. 30 человек учились в школе фермера 3 месяца. У них уже есть личное подсобное хозяйство. Отсюда и высокая мотивация. Узнать новое, понять, в какую сторону лучше двигаться. Отбор серьезный. Кроме копии паспорта и диплома требовали эссе, презентацию или видеоролик о своем деле и планах на будущее. Образовательный проект – это 150 часов теории и 100 практики. И важно, чтобы все дошли до конца и в итоге запустили агробизнес с нуля или вывели его на новый уровень. Мне они очень нравятся. Почему? Потому что они очень заинтересованы, они задают много вопросов, они интересуются, им интересно все. О чем бы мы ни говорили, им интересно все. И вот сегодня я услышала такую формулировку: я в этом году обязательно буду поступать на агрофак. Мне это так интересно, я хочу это знать. Образовательная программа в Северной Осетии уникальная. Направлений 2. Организация фермерского хозяйства и биотехнологий в семеноводстве картофеля. В Горском ГАУ участникам читали лекции. Агропромышленный комплекс не ограничивается только растениеводством или животноводством. Правовое обеспечение, экономическое содержание, цифровые технологии. Обо всем этом рассказывали лучшие спикеры. На практических занятиях узнавали лучшие сельскохозяйственные практики, например, как определить плодородие почвы. Выезжали и на наши передовые предприятия. Своими глазами видели конкретные истории успеха. По этим 2 направлениям обучающиеся прослушали общий курс. Это правовое обеспечение, экономическое содержание, цифровые технологии,
вся поддержка государства, а сегодня это очень серьезный аспект, оказывается, просто люди не понимают и не знают, какое сегодня серьезная отрасль – это агропромышленный комплекс. Продовольственная безопасность страны – главная задача, которая стоит перед агропромышленным комплексом. Школа фермера расширяет понимание, как сегодня работает сельскохозяйственная отрасль. Участники уже успешно защитили свои проекты, а скоро получат официальные дипломы государственного образца. Им составили бизнес-планы, помогут подать заявку на грант. Организаторы обещают, это точно не последний набор. Площадка показала, в Северной Осетии хотят развивать фермерское хозяйство, а значит, в будущем предпринимателей станет еще больше. Дана Малышева, Алан Суанов, Новости Осетии. Ко Дню Российского общества знания в образовательном центре «Вершина» стартовала тематическая смена. Ученикам 7-9 классов читают лекции и проводят мастер-классы ведущие специалисты. История, литература, искусство – темы абсолютно разные и все в игровом формате. Это целый марафон, в котором участники должны проявить свою эрудицию. Ребятам рассказывают об искусственном интеллекте и мифах фальсификации. А еще о том, как выбрать будущую профессию и стать лидером общественного мнения. Самые активные получат награду «Кристальный кубок». Вообще, на самом деле, мне кажется, это очень-очень интересно разбираться в этом, потому что, действительно, изучая какие-то такие детали, мы можем собрать то, из чего состоит мозг художника, и как он думает, как он мыслит во время того, как пишет свою картину. Мне кажется, это очень интересно. Бывают интересующиеся, которые слушают с горящими глазами, которые просто очень любопытны, они просто впитывают любую информацию и задают безумное количество вопросов. И возвращаемся к главной теме дня. Торжественные мероприятия, посвященные столетию автономии Северной Осетии, проводят сегодня во всех районах. Главные площадки по традиции развернули в центре Владикавказа, на проспекте Мира и в парке имени Коста Ахитогорова. Народные гуляния начались с самого утра. Для жителей и гостей региона подготовили большую развлекательную программу. А вот официальная часть состоялась в Осетинском театре, где собрались главы соседних регионов. Обо всем по порядку расскажет моя коллега Тамила Кцоева. За вековую историю Северная Осетия стала культурной и промышленной столицей Северного Кавказа. Сюда приезжают туристы из разных уголков мира. За последнее время республика отметила сразу несколько исторических дат. 1100-летие крещения Алании и 250-летие присоединения к России. И сегодня, в день столетия образования автономии, во Владикавказе открыли разные тематические площадки. Организаторы постарались передать атмосферу праздника и детям, и взрослым. В Центральном парке каждый нашел занятия по душе. В шатрах организовали мастер-классы по робототехнике, конструированию и даже киберспорту. Жители могли попробовать себя в разных направлениях. А самым маленьким устроили игры и мини-соревнования. На сцене «Ракушки» выступили юные артисты. Мы из Тюмени приехали. Нам все очень нравится. Очень добрые люди. Все улыбчивые, приветливые. Вообще все прекрасно. Осетинские пироги ваши национальные, очень вкусные. Организовали очень хороший праздник, много мастер-классов, особенно для маленьких детей. Мне тут практически все интересно, и большая часть меня интересует. Были развлекательные и познавательные мастер-классы. В этом шатре ребята, можно сказать, прошли профориентационную практику. Министерство образования и науки организовало площадку для освоения будущих профессий, востребованных на рынке труда. Сегодня у нас ребята могут себя попробовать в мастер-классе по стоп-моушен анимации, попробовать поработать на станке лазерной резки, пройти тесты по IT и по английскому языку. А на торжественной церемонии в Осетинском театре выступили народные и заслуженные артисты республики, ансамбли и творческие коллективы. Отметить праздник вместе с нами приехали гости со всего Северного Кавказа. Полпред президента ВСКФО Юрий Чайка, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров и другие руководители регионов. Поздравления президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Дорогие друзья, поздравляю вас со знаменательным событием. Столетием образования Северо-Осетинской автономной области. Этот юбилей – хороший повод обратиться к истории вашего древнего и прекрасного края, отметить значимый вклад живущих здесь народов в сбережение богатой самобытной культуры нашей многонациональной страны.
Нашу республику вновь отметили на самом высоком уровне. За развитие парламентаризма и добросовестный труд Юрий Чайка наградил орденом за заслуги перед Отечеством 3-й степени Таймураза Мамсурова и орденом почета Вячеслава Битарова. Также Сергей Миняйло вручил медаль во славу Осетии настоятельнице Аланского женского монастыря игумене Ноне Багаевой. В своем обращении глава региона поблагодарил коллег за внимание и поздравления. Это история нашей республики, нашего народа. Эту историю писали люди, такие же, как мы с вами, которых уже, к сожалению, нет. Это наши старшие, наши предки. В ноябре 1920 года Северная Осетия входила в состав Горской республики, а в июле 1924 стала автономной областью. С тех пор прошло много времени, но главным оставалось одно – единство и целостность. Вклад нашего региона в развитие культуры, спорта и экономики страны сложно переоценить. И теперь, когда эта знаменательная дата уже вписана в историю, осетинский народ ждут новые, еще большие свершения. Тамила Кцоева, Диана Каболоти, Артур Гаглоев, Даниил Малиев. Новости Осетии. Это были все новости к данному часу, а сразу после в эфире нашего телеканала смотрите праздничный концерт, посвященный столетию автономии Северной Осетии. Ну а я прощаюсь с вами. Всего доброго.